Вы смотрите программу «Патруль». Обзор происшествий на минувшей неделе изучала я, Анастасия Маслова. Здравствуйте. Очередная жертва купального сезона, из-за чего происходят трагедии. Популярный ресторан «Горыныч» сгорел дотла. Хронология событий страшного пожара. Спиртное со знаком вопроса. Полицейские изъяли около 40 литров контрафакта. И традиционный обзор происшествий, случившихся в других регионах и бурно обсуждаемых в социальных сетях. Поехали. 8 человек, 8 оборванных жизней. Печальная статистика сотрудников регионального управления МЧС достигла этой цифры. В этом списке 3 взрослых и 5 детей. Последняя трагедия произошла 7 июля. Сейчас в обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи. В селе Байхак Тандинского района в колодце утонул 4-летний мальчик. Ребенок вместе с братом отмечал праздник Ивана Купалы, обливаясь водой. В Следственном комитете рассказали подробности случившегося. Первоначальными мероприятиями установлено, что 7 июля данного года около 14 часов 4-летний мальчик с разрешения матери присоединился к 10-летнему брату и другим малолетним детям, которые обливались у неогороженного колодца с водой. Через некоторое время мальчик, предположительно зачерпывая воду, упал в колодец, после чего малолетние дети самостоятельно пытались вытащить тело ребенка из воды, и подоспевший 12-летний подросток извлек тело малыша, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. В ходе проверки следствием будет дана оценка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение смерти по неосторожности, а также установит причины и условия, способствующие гибели ребенка. За гибель ребенка руководитель Тандинского района подверг жесткой критике глава региона Шалбан Караул. Цитата. «Ребенок, который ожидал, что общество будет его оберегать и помогать ему, попадает вот в такую ситуацию в самом малом возрасте и теряет свою жизнь. В этом трагическом случае должен быть чиновник, который обязан осознать, что по его вине из-за невыполненных с его стороны задач произошло непоправимое. Должен быть особый разбор каждого ЧП, но вы, чиновники и руководители, не занимайтесь этим. Все на своих местах, все получают заработную плату, забыв, ради чего она начисляется государством из бюджета. Трагических случаев будет становиться меньше, если кто-то за них будет отвечать своей головой». Конец цитаты. Этот случай, конечно, отличается, но вот все остальные проходили практически по одному сценарию. Дети купались в необорудованных местах и без присмотра взрослых. Так, к примеру, одна из последних трагедий случилась 6 июля. 14-летнюю девочку несло течение во время купания в протоке Енисея. Подросток была вместе с еще одной несовершеннолетней. 10-летнюю девочку успел спасти и вытащить на берег молодой человек, случайно проходивший мимо. Он сразу вернулся за второй, но ее уже унесло течением вниз по реке. И вот 8 июля тело ребенка нашли. А что касается жертв среди взрослого населения, во всех 3 случаях, по информации МЧС, люди находились в состоянии алкогольного опьянения. А ведь многих трагедий можно было бы избежать. Другие комментарии тут излишни. И еще о происшествиях с детьми. 4 аварии за один день. Праздник Ивана Купалы был омрачен ДТП, пострадали в которых несовершеннолетние. В сводках фигурировали Тоджинский район, Мангун-Тайгинский. 2 аварии произошли в Кызыле. Сначала на улице Лапсанчапа водитель «Тойота» сбил 10-летнего ребенка, который вместе с друзьями обливал водой проезжающие машины и, по словам водителя, внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенка доставили в больницу. Спустя 45 минут произошло второе подобное ДТП уже в микрорайоне Энергетиков. 18-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, без разрешения родителей взял автомашину «Лифан» и направился к своей девушке. Проезжая мимо дома номер 9 микрорайона Энергетиков, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который был доставлен в республиканскую больницу номер 1 города Кызыла, где госпитализирован в травматологическое отделение. Как пояснил водитель, 2 ребятишек играли внутри дворовой территории номер 9 и обливались водой. Один из детей внезапно выбежал на проезжую часть прямо на машину водителя. В настоящее время отделением ГИБДД проводится проверка, мера вины водителя устанавливается. Сейчас узнаем, сколько всего аварий с пострадавшими произошло в республике за неделю. Сводка ГИБДД далее. С 4 по 10 июля в республике зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, 22 пострадали. За неделю в регионе инспекторы задержали 75 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 4 из них автоледи. Сгорел дотла. Новость о пожаре в ресторане «Горыныч» на минувшей неделе повергла в шок жителей города. Заведение, которое было одним из самых популярных в Кызыле,
превратилась в пепел. Мы попытались восстановить хронологию событий. Итак, тяжелая ночь с 5 на 6 июля. В период с 22 до 23 часов был потушен мангал. В 12:45 отключили свет в этом районе, и последние гости стали покидать заведение. В 1:23 коллектив закрыл ресторан и разъехался по домам. А уже в 2 часа 37 минут на пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании. Когда первый расчет прибыл на место, деревянное здание и летние веранды были полностью объяты пламенем. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Известно, что на момент возгорания ресторан был закрыт, поэтому пострадавших нет. Все силы и средства были подняты по тревоге пожарно-спасательных частей города Кызыла. Прибыли вовремя. Погибших, травмированных на пожаре не допущено. Силы и средств у нас привлекалось 18 единиц техники, 38 человек. Сейчас там работают дознаватели Государственного пожарного надзора, также исследовательская пожарная лаборатория. Причины пожара устанавливаются. Сотрудники ресторана не опустили руки, а приступили к очистке территории сразу, как только им позволили это сделать пожарные дознаватели. На помощь сильному духом коллективу пришли неравнодушные люди. Все вместе, буквально за несколько дней, они разобрали пепелище. Сотрудники Горыныча неустанно благодарят всех, кто поддержал в это нелегкое время, и поделились с нами хорошей новостью. Уже совсем скоро заведение вновь начнет работу и будет радовать гостей. Откликнулось очень большое количество людей, как и из других городов. Это байкеры из Эрзина приехали, с Орексепа. Также местные жители из Красноярска отозвались очень большое количество людей. Мы хотим сказать спасибо не каждому отдельно, а всем вместе. Поэтому будет концерт на Open Air. Все звезды приглашены, все наши артисты, которые были на территории ресторана «Горыныч» перед постройкой нового здания. Будет для вас большой музыкальный концерт, поэтому мы приглашаем вас всех. Вся информация, когда он будет проходить, вы можете получить ВКонтакте в 2 группах. Это радио Тувы «Голос Азии» и, конечно же, ресторан «Горыныч», также по каналу ТНТ и на радиостанции «Голос Азии». Обязательно сообщим вам дату. И еще раз огромное спасибо, что вы откликнулись и что вы с нами. Поверьте, мы вас двигнемся из пепла. За ходом расследования этого происшествия будем пристально следить. Подробности смотрите в наших эфирах. А сейчас о происшествиях в других регионах, которые бурно обсуждали пользователи всемирной паутины. Интернет-обзор далее в эфире. В Тамбове во время авиашоу разбился легкомоторный самолет. Трагедия произошла на мероприятии, посвященном выпускникам ТГУ имени Державина. Одним из пунктов праздничной программы стало авиационное шоу с участием 2 самолетов. Во время него один из них не вышел из штопора и упал. Пилот погиб. В экстренных службах Тамбова назвали причину крушения самолета – ошибку пилотирования. По факту инцидента проводится доследственная проверка. В Подмосковье «Форд» вылетел на встречку и врезался в автомобиль с семьей. Водитель автомобиля с регистратором двигался за грузовиком, который, судя по всему, закрывал ему обзор. Внезапно фура ушла на обочину, а прямо перед машиной, откуда велась съемка, появился «Форд». Произошло лобовое столкновение. Удар пришелся на пассажирскую сторону машины. Сообщается, что в аварии пострадали женщина и ребенок. Момент смертельной аварии с участием мотоциклиста в Новосибирске попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев. На этих кадрах видно, как мотоциклист на огромной скорости таранит Nissan. Молодой человек погиб на месте. И еще одно видео из Новосибирска. Там полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 50-летнего подозреваемого в торговле оружием. В одном из помещений на территории промзоны в Ленинском районе были обнаружены боеприпасы к различным видам оружия. Пули, гильзы и порох для изготовления патронов, карабин и винтовка с признаками переделки, приспособленные для бесшумной стрельбы. В квартире новосибирца сыщики изъяли сигнальный пистолет с измененными конструктивными особенностями, а также пистолеты «Парабеллум» и «Вайтер» с боеприпасами. В отношении мужчины возбуждено 2 уголовных дела. Сейчас полицейские устанавливают возможные факты продажи оружия и другие эпизоды противоправной деятельности новосибирца. Если и вы стали очевидцем какого-либо происшествия, звоните нам или делитесь материалами в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Около 40 литров контрафактного спиртного пыталась перевезти жительница села Мугураксы. На трассе Агдавура-Кабакан в Брунхемчикском районе дорожные полицейские остановили для проверки иномарку. За рулем был 47-летний житель села Мугураксы. В машине инспекторы обнаружили 5 коробок водки различных наименований с акцизными марками, имеющими признаки подделки. Установлено, что данная алкогольная продукция принадлежит женщине, пассажиру автомобиля, 53-летней односельчанке водителя.
Изъята алкогольная продукция направлена в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва на экспертизу. В случае, если подтвердится факт подделки акцизных марок, по данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование». За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Также водителю транспортного средства за оборот алкогольной продукции без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна, может быть назначено наказание, предусмотренное частью 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, то есть алкогольной продукции и автотранспортного средства. В заключение выпуска важная информация. Сотрудники Следственного комитета разыскивают подозреваемого в грабеже. 21 апреля около 8 часов утра на территории Тувинского техникума предпринимательства мужчина, применяя насилие, не опасное для жизни или здоровья, похитил у 17-летней девушки мобильный телефон. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот. Подозреваемый – это мужчина 25-30 лет, худощавого телосложения, волосы средней длины, темного цвета, роста около 165 сантиметров. На щеках имеются следы от угревой сыпи, на пальцах правой руки татуировки в виде перстней. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просьба позвонить по телефонам 8 913 350 16 46, 9 36 01, 9 36 02 или сообщить в ближайшие пункты полиции. Конфиденциальность гарантируется. На сегодня это все. Выпуск программы вы также сможете посмотреть на YouTube-канале Тувинской единой службы информации, а также в наших группах ВКонтакте. Сообщайте о происшествиях по телефонам редакции, а также присылайте свои материалы на электронную почту. Номера и адрес вы видите на своих экранах. Увидимся в программе «Патруль» ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания.